В социальных сетях сейчас распространяется видео, где якобы в доме престарелых города Якутска пожилые люди содержатся в ужасающих условиях. На видео говорится, что они не доедают, а персонал их вовсе морит голодом. Так ли это на самом деле? Разбираться в ситуации поехал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Дмитрий, здравствуй, расскажи, что там происходит в действительности. Здравствуй, Сергей. Сейчас мы находимся в доме престарелых, который расположен по адресу Бекетова 6. Именно кадры, которые вы сейчас только что увидели перед своими экранами, были отсняты в этом учреждении. Как нам сообщили, инцидент, который произошел в далеком 2016 году, имело место быть. А с чего все это начиналось? Мы встретились с той женщиной, которая непосредственно рассказала всю проблему и открыла глаза контролирующим и надзорным органам. Давайте послушаем, что она нам сообщила. Когда поступила, долгое время не ходила на завтрак. А потом вспомнила, что я детдомовская, меконская. Давай-ка я пойду манной кашки утром покушаю. Ну, прихожу, беру тарелочку, значит, посмотрела, какой-то вид не очень приглядный, серого цвета. Попробовала, ни соли, ни сахара, ни молока, ничего там нет. Намоченный манка. Я с этой тарелкой и иду, у них идет пятиминутка, подхожу. Врачи были там, и еще кто-то присутствовал. А я просто нервничала. И говорю, а вы что, не проверяете, когда людей кормите? Вот это что? Это как называется? Она говорит, ну, у тебя соли нету. Ну, вот соль же стоит, возьми да посоли. И вот на этом-то меня в детдомовскую-то и взорвало. Ага. Я тут же села, написала, отнесла коммунистам в редакцию к Махначевской. Они напечатали. Вот отсюда и пошло все, в общем-то. Да стали приезжать, приходить, столько народу, на мне такая нагрузка была, потому что я не привыкшая. Ага. Нервничала, заикалась и всякое было. После того момента все-таки ситуация изменилась? Да, дело было? Да, дело было. Все это изменилось, да. Сегодня в каких условиях вы содержитесь здесь? В замечательных условиях мы содержимся, питаемся, друг друга уважаем, за столом сидим, выбираем, что хотим. Да. 5 раз кормят, 6-й раз еще молочко, чтобы глазки мы закрыли. Вот. Ну и сейчас мы находимся именно в столовой, где созданы практически все условия. Если в 2016 году здесь каждый боролся за кусок хлеба, то сейчас практически созданы все условия. Как вы видите, здесь буквально через час начнется обед. Здесь, как нам сообщили, 5-разовое питание. Ну а чем сейчас кормят постояльцев этого учреждения, нам расскажет медсестра. Добрый день. Добрый день. На сегодняшний день у нас самая основная цель – это сбалансированное питание. На сегодняшний день у нас 6-разовое питание. Каждому больному, как каждому проживающему, у нас индивидуальный подход. Молочные продукты у нас ежедневно, молочные продукты в состав меню входят. Фрукты также ежедневно у нас в состав в меню входят. Что самое основное, это, естественно, у нас идет подсчет килокалорий, белков, жиров, углеводов. Это происходит тоже ежедневно. На сегодняшний день проживающие довольны питанием. Замечаний по питанию у нас нет. Питание у нас хорошее. Работают у нас повара квалифицированные. У каждого 5-6 разряд имеется учебный разряд поварской. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день у нас, если поставить оценку, то мы работаем на 5. Стараемся. Спасибо. Но я хочу вам также сообщить, что на сегодня здесь в учреждении созданы практически все условия. Здесь помимо столовой есть тренажерный зал, массажные кабинеты, кабинеты ЛФК. Также мы сейчас двигаемся в сторону актового зала. Здесь хотим сказать, что вот сейчас смотрят наш телеканал Якутия-24. Здесь есть киноконцертный, здесь проходят основные массовые мероприятия культурные. Далее, если двигаться по направлению, то здесь мы видим студию творчества. Здесь в свое свободное время постояльцы этого учреждения занимаются творчеством, а далее читательский зал, где собрана вся русская классика, а также зарубежная литература. На сегодня здесь в учреждении проживает более 150 человек, из них 113 человек это инвалиды, 56 человек это маломобильные люди, для которых тоже созданы определенные
условия. Но рядом со мной сейчас здесь находится руководитель этого учреждения. Это новый директор, который сменил старого в 2016 году. И какие изменения произошли за эти 4 года, нам он расскажет подробнее. Так, добрый день. Так, меня зовут Ильин Владимир Николаевич. Я занимаю данную должность с марта 2017 года. Так, сегодня у нас указом главы республики наше учреждение объединено. Якутский дом-интернат был реорганизован и присоединен к нашему дому-интернату. Теперь у нас 350 постояльцев на 2 корпусах. Это первый корпус находится по улице Якутская, 8, второй корпус на улице Бекетова, 6. Ну, в данном интернате, вот как сказали, проживает 150 человек. Так, вот какие изменения произошли, да. Это время вот мы ввели вот такую должность, вот дежурный по режиму, который обеспечивает полную безопасность в наших интернатах. Мы наладили работу кадрами. Так, сейчас у нас работает 8 высококвалифицированных врачей, и которые, поскольку мы медико-социальное учреждение, мы предоставляем качественные все услуги. У нас улучшилось питание. Мы в основном работаем местными поставщиками, и у нас на рационе вся местная продукция. Ладно. Спасибо. Ну, в конце хочется отметить, что видео, которое распространяется здесь в социальных сетях, верить не стоит. Действительно, здесь созданы безупречные условия для проживания и содержания людей, которые находятся сегодня здесь, в этом учреждении. На этом у меня все. Дима, спасибо. Действительно исчерпывающая информация. Люди живут достойно. Я напомню, это был Дмитрий Тымыров. Он в прямом эфире рассказал о том, как живут в доме престарелых города Якутска.